Сегодня мне посчастливилось выступить впервые и быть гостем на такой площадке, как Штаб Татар. Я до этого об этой площадке не знал, не слышал. По счастливому стечению обстоятельств, по приглашению друзей я сюда попал. Место действительно очень необычное, даже по своему антуражу, как все выглядит вокруг. Я думаю, в кадре в том числе это видно. Приятно видеть людей увлеченных всегда, да. Тут вне зависимости, конечно, от нации, возраста и так далее. Когда человек увлечен, это всегда круто. Вот. Но, тем не менее, приятно, что в Москве есть такое место, где люди могут прийти, задать свои вопросы, поделиться какими-то своими переживаниями, проблемами и так далее, да. И что место сплочает, да, людей с малой родины своей и подталкивает их взаимодействовать с друг другом, знакомиться, потому что я по своей жизни знаю, я не один раз в жизни переезжал, очень трудно, и в том числе я жил в Москве, когда ты приезжаешь, когда ты вырван из своей привычной среды, да, из привычного города, привычного там села и так далее, и ты что-то начинаешь заново. Первое, чего тебе не хватает, это общение. Вот здесь эту такую проблему, задачу, запрос решают. И классно, что к этой площадке подключаются действительно интересные личности, у которых есть большой опыт, достижения, которые могут поделиться там и с молодыми, и с людьми, которые более старшие, но они, возможно, жизнь там хотят свою кардинально поменять. Вот, поэтому классно, что мы, татары, по всему миру делаем подобные мероприятия, и огромное уважение, конечно, людям, которые занимаются подобными вещами, потому что я знаю, что чаще всего это никак не поощряется денежно, да, и здесь в том числе люди работают за идею. Это в наше время редкость, и здесь глубокое уважение долгих лет процветания, жизни, счастья этим людям. Всем привет, меня зовут Булат Нагаев, я являюсь предпринимателем, у меня сфера управления личными финансами, помогаю предпринимателям навести порядок в личных финансах, кроме этого помогаю бизнесам масштабироваться и привлекать в бизнес кредитные деньги. Первый раз пришел в Штаб Татар на это чудесное мероприятие, сегодня выступали два замечательных спикера, очень для себя взял основную мысль, в том плане, что не нужно плодить что-то новое, а лучше отказаться максимально от того, что не нужно делать, и бить в одну точку. Мне кажется, малому и микробизнесу это нужно делать в первую очередь, потому что конкуренция растет, и распыляться не имеет никакого смысла, когда можно взять фокус и один вектор и идти по нему. Рад, что меня пригласили, еще раз приду на это мероприятие, очень душевно, очень по-семейному, и каждому, кто еще не был, я рекомендую посетить это мероприятие и познакомиться с очень классными людьми. Во-первых, хочу поблагодарить, очень рада, что сюда попала. С первых прям шагов на мероприятие поняла, что я в очень такой доброй, принимающей, классной атмосфере. Очень понравились спикеры, для себя взяла несколько важных лайфхаков для работы и для жизни. Вот с пользой и в классной обстановке провела время. Познакомилась с новыми людьми. В общем, атмосфера огонь. Такое радушие, татарская душа, короче, счастлива побывать на этом мероприятии. Прям сразу почувствовала себя как дома и обязательно вернусь сюда еще. Спасибо большое. В этом месте я сегодня первый раз. Очень красиво, очень необычно, очень радушно, и как будто бы действительно пришел в гости к какому-то такому доброму дедушке, который тебя окутал теплом, любовью, накормил. Очень крутые спикеры. Получилось даже задать личные вопросы, так как у меня тоже сеть франшиз, и хотелось узнать, как масштабироваться. Тема по маркетингу, прям сидела, записывала в заметки в телефоне. Очень ценные, мудрые, глубокие мысли. И очень понравились спикеры. Спикеров тоже сегодня видела первый раз, но очень задели своими мыслями, своим мировоззрением. Неформальная обстановка, неформальное общение тоже очень дают сильный толчок и для личностного роста, что вот для меня, в принципе, важно нахождение здесь, в клубе. Поэтому благодарю за организацию, благодарю за прием, за информацию, и обязательно буду еще приходить.
Сегодня меня пригласили выступить на площадке штаба «Татар». Это очень, на самом деле, интересно. В целом, мы как люди, да, как человек, это такое социальное существо, нам очень важно вот между собой там как-то разговаривать, объединяться. И сейчас, даже в текущее время, да, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения каких-то других там вещей, когда все-таки ты объединяешься с теми, у кого там твои ценности совпадают, а здесь еще у нас очень такой культурный код общий, потому что на фоне того, что там, да, мы все являемся одной нацией, это очень как бы такой, как будто создает такую, во-первых, хорошую, понимающую сразу друг друга атмосферу, и в целом провели классное там общение, обсуждали бизнес, стратегии, про масштабирование, про развитие там бренда на всю Россию там и так далее. В общем, я считаю, что посещать такие мероприятия супер полезно, выступать на них на самом деле очень комфортно и приятно, и я очень благодарен лидерам, собственно, этой площадки за то, что пригласили и оказали такое доверие. Меня зовут Гук Екатерина, я занимаюсь инвестиционной недвижимостью. Сегодня посетила потрясающий, первый раз посетила это место, штаб «Татар». Всем очень сильно рекомендую, конечно, сюда прийти, потому что, во-первых, такой некий арт-хаус, так бы я так сказала, очень впечатляет место. Конечно, очень классные, молодые, заряженные ребята, которые строят свой бизнес, помогают друг другу, такое некое комьюнити, сообщество. Мне очень понравилось, сегодня были классные спикеры, рассказывали свой опыт, делились своим впечатлением. И вообще очень классные ребята, которые сегодня здесь были. Мне все очень понравилось, откликается. И главное, это ценность такого нетворкинга, когда есть возможность поделиться то, что ты знаешь, то, чем ты умеешь, и получить обратную связь, получить обратные контакты, которые обязательно тебе пригодятся. В общем, нетворкинг, он рулит. Обязательно приходите в сообщество татар. Я просто восхищена. Ребят, приветствую вас всех традиционным татарским приветствием. Салам алейкум. Очень рад, что есть общество штата Татар Москвы, которое дает возможности. В третий раз я уже посещаю это прекрасное мероприятие. И проявляю вам всем огромную благодарность. И желаю, чтобы это общество развивалось все лучше и лучше. Но, бывает место и для конструктивной критики. К сожалению, уже третий раз прихожу, и мне не дают слова. Хотя я, Эмиль Юмурис, достаточно известный человек, в узких кругах пусть даже, и хотелось бы побольше проявиться. Ведь одно дело, когда вы зовете спикеров, у которых уже все получилось. Но когда жаждущие сердца просят слова, дайте им. Пусть все мы развиваемся, и пусть у всех у нас все будет отлично.